Я приветствую вас, дорогие друзья. Вы смотрите мою авторскую программу «Политика с Георгием Яланжи». Программа выходит на моем канале в YouTube, а также в социальных сетях Facebook и Instagram. И сегодня я буду беседовать с экс-депутатом Народного собрания Гагаузии, основателем Народно-патриотического движения Гагаузскалкы, кавалером ордена Гагаузири, почетным жителем Гагаузии Иваном Бурбуджи. Здравствуйте, Иван Георгиевич. Здравствуйте. Если я пропустил какие-то из ваших регалий, вы можете меня поправить и дополнить. Да ну, регалии. Единственное, я хочу поправить, что я один из сопредседателей Народного движения Гагаузскалкы, наряду со Степаном Степановичем Булгаровым, Михаилом Васильевичем Кендигелян, членом Совета был. Не был я только я основателем, Мария Васильевна Мруневич, там было, еще много было. Я понял. Иван Георгиевич, если не секрет, в настоящее время вы где больше проживаете? Я знаю, что вы довольно часто бываете в Приднестровье, в то же время находитесь тоже часто в Киретлунге, вашем родном населенном пункте. Ну, по слухам я слышал, что вы продали вашу недвижимость в Камрате. С чем это связано? Где сейчас больше находитесь? Сейчас у меня дом в Киретлунге, в родительском доме, в собственном доме живу. Сейчас период сельскохозяйственных работ, весна. Так что больше в Киретлунге. Ну, бываю в Тирасполе тоже. Не связан ли ваш переезд в Киретлунгу с намерением вновь баллотироваться в депутаты Народного собрания? Ну, это еще целых 2 года есть. Вполне возможно. К этому времени будет еще время. Иван Георгиевич, вы в настоящее время не являетесь каким-либо должностным лицом, насколько я знаю, но в то же время продолжаете проявлять активность в политике, в том числе в Киретлунге. Вы активно участвуете на заседаниях местного совета, я видел в новостях. Вот недавно в Киретлунге было отчетное собрание примара, где также выступил и депутат Народного собрания. Так вот, депутат ваш, который занял ваш мандат после того, как ваш срок закончился, он на своем отчете сказал, что продуктивно, конструктивно сотрудничает с Башканом Гагаузии. Ну, я думаю, что это... Ну, он пошутил, наверное. И вот я думаю, что это не совсем соответствует действительности, потому что на практике мы видим, что депутат от Киретлунги проявляет совсем противоположную точку зрения в Народном собрании по отношению к позиции Башкана. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, дело в том, что Михаил Николаевич Залезогло, вероятнее всего, пошутил, когда сказал, что он конструктивно сотрудничает с Башканом, поскольку его действия по нарушению норм уложения, хотя он является освобожденным заместителем председателя Постоянной комиссии Народного собрания по регламенту, сами по себе показывают это, скажем так, в кавычках, конструктивное сотрудничество с Башканом. Ну, потому что все действия последнего времени, которые сейчас принимают, я считаю, что неправомерно принимают их, потому что это делается в нарушении норм регламента. Если бы, да, у депутатов есть право принимать, но все действия депутатов четко прописаны в регламенте, скажем так, в настольной книге, образно говоря, которую должны депутаты читать. Если бы не было статьи 34 в регламенте, то можно было бы трактовать, как хотим мы это, или они как хотят. Но статья 34 регламент четко предписывает, что в случае, если нарушаются процедуры, предписанные регламентом, все решения самого Народного собрания и его рабочих органов, президиума, постоянной комиссии и так далее, являются незаконными и недействительными, то есть априори не подлежат исполнению. Вот исходя из этой позиции, я считаю, что Михаил Николаевич, мягко говоря, покривил душой. Последние решения Народного собрания Гагаузии, в том числе, которые пропущены в их комиссии, практически пытаются дестабилизировать обстановку в Гагаузии. Я думаю, что сделано и руками Михаила Николаевича. То ли у него духу не хватает демократическому большинству, которому он сейчас принадлежит, фактически... Но он всячески это отрицает. Ну, он-то сам может отрицать, но его действия показывают, что он вместе с ними голосует. Я могу сколько угодно отрицать и говорить, что халва черному перцу или красному, да, горькому, но он от этого слаще не станет. То же самое и здесь. Иван Георгиевич, мы обязательно поговорим еще о политической ситуации в Гагаузии. В контексте Киретлунги. Какие у вас отношения сложились с примаром села Киретлунга?
У меня прекрасные отношения с примаром. Как вы оцениваете ее деятельность? Ну, нормально, хорошо работает, хорошо, во всяком случае, четко выполняет возложенные на нее обязанности. Последние 4 года, вот, которые прошли, в принципе, много инвестиций реализовано в нашем селе. И я думаю, что если бы не активная деятельность примара, этого бы не было. Поэтому я думаю, что это нормальное явление, что примар работает, и будущие выборы покажут, кого изберут опять, потому что наши жители. Я вообще считаю, что если бы быть депутаты Народного собрания были патриотами, да, они бы сейчас, вместо того, чтобы пытаться дестабилизировать обстановку, да, сказали, давайте будем меньше тратить деньги, мы самораспустимся, местные органы власти мы назначаем, Народное собрание назначает выборы, назначим выборы, и вместе с выбором Башкана проведем в один день все выборы. Вот было бы прекрасно, конечно. Но... Я не думаю, что этот Нет, они не пойдут на это. Они не пойдут на это, боже мой, я же вижу, что делается. Иван Георгиевич, у меня следующий вопрос заключается в том, что несколько лет назад, я помню, вы проводили мероприятия, связанные с возрождением движения Гагаузскалкы. Даже проводили митинги под эгидой этой организации. Да. Ну вот, если говорить о Гагаузскалке, люди, которые входили в эту организацию, сегодня им больше 60, наверное, больше за 70 лет некоторым. Да, 1/4 жизни они прожили уже. Если возродить эту организацию, какие бы цели были в этой организации? Мы пытаемся, в принципе, возродить его. В принципе, мы его возродили, уже потихоньку мы работаем. Она зарегистрирована? Она зарегистрирована официально в Кишиневе и так далее. Да, дело вот в другом, чтобы официально офис содержать, нужны финансовые средства. И, к сожалению, мы сейчас приостановили договор, но вот даже то, что мы платили мало, приходилось собственную зарплату-то платить, и поэтому пока трудновато. Но цели вообще, мы почему возродили это? Цели благородные, наоборот, способствовать, чтобы наша автономия развивалась. Это с одной стороны, чтобы наши полномочия на практике реализовывались и оказывать содействие действующей власти. Я думаю, что если пока у нас нет закона о партиях, надо воспользоваться первоначальным, как делалось на Аланских островах. Там общественные организации, пункт включали в свою, что занимается политикой, и общественные организации фактически выступали в роли партии, и участвовали в выборных кампаниях и так далее. И не зря, вот я, когда был еще депутатом, наша комиссия вот сейчас инициировала внесение изменений в избирательный кодекс по поводу чтобы принцип был избирательного округа 2-го уровня, чтобы за каждого депутата голосовало одинаковое количество избирателей по 20 тысяч. Если вот так будет, тогда можно будет реально, чтобы общественная организация, та или иная общественная организация под брендом избирала практически большинство и формировала руководящие органы Народного собрания Гагаузии и с исполнительной властью работали бы рука в руку. Потому что практика показывает, что если мы ветви власти как кошка с собакой, никогда мы к хорошему не придем, наоборот, воспользоваться центральной властью этим, и наоборот, кость кинут кому-то и начнут это делать так, чтобы в Гагаузии было хуже. Этого мы не должны допустить. Вот сейчас, посмотрите, идут выборы, на носу, уже объявлены выборы. И организация Девлет, казалось бы, она себя позиционирует как будто она патриотичная, будет за интересы Гагаузии, борется. Но мне кажется, что эти ребята, наоборот, скоро будут бойкотировать и саму Гагаузию, потому что сейчас объявлено, что они будут бойкотировать башканские выборы. А чего они не бойкотировали парламентские выборы, когда они выступали за бойкот парламентских выборов, когда нам не дали 5 мандатов с правом вето по вопросам, касающимся интересов Гагаузии? Тогда понятно было бы. А здесь наши полномочия Гагаузии. Мы выбираем высшего руководителя Гагаузии. Исполнительная власть. Что, коллапс хотят, чтобы наступил? Я считаю, что это исполнение какого-то заказа по тому, чтобы ветви власти в Гагаузии не работали. Иван Георгиевич, в продолжение этой темы я хотел бы задать вам один вопрос, который может вам показаться неудобным, неприятным, но все же я считаю, что я должен его задать. Пожалуйста. Этот вопрос касается вашего членства в Демократической партии. Я никогда не был членом Демократической партии. Вы входили во фракцию Демократической партии? Я входил во фракцию Демократической партии,
когда мне сказали, что я буду 18-м там, ну, немного С чем это было пошутили. связано? Вы сейчас жалеете об этом шаге или это было оправдано на тот момент? Да нет, я не то, что я не жалею, потому что это было, наверное, оправдано, потому что, во всяком случае, я голосовал даже в этой фракции, то, что касалось интересов Гагаузии, то, что я считал, что это противоречит, я не голосовал. И я первым же, если вы помните, через месяц или два вышел с этой фракции, сказал, что, может, чуть больше было, я не помню, на митинге даже объявил, что я выхожу из этого, первым же вышел, потому что когда посчитал, что меня будут заставлять против моей воли делать то, что я сказал, извините, это меня не... Я вышел оттуда. Поэтому я считаю, что на тот момент я правильно поступил, что вошел, хотя можно было бы по-другому, но история не знает сослагательного наклонения. Было бы так, было... Да, это было, в моей истории это было. То, что я сделал, ну, уже не жалею. Это я осознанно делал. Меня никто арканом не тянул, сам пошел туда. Но когда понял, что меня будут заставлять делать вопреки моим внутренним убеждениям, сказал, извините, до свидания, я выхожу. Если я не ошибаюсь, в 2013 году в Гагаузии был политический кризис между Народным собранием и исполкомом Гагаузии. Да, меня до сих пор обвиняют, кстати, что я тогда выступал. Вот я хочу именно этот вопрос затронуть. Хорошо. Тогда вы выступали за то, чтобы Башкан Гагаузии, тогдашний Башкан Гагаузии, досрочно сложил свои полномочия. Объясню, почему. Сейчас же на митингах вы выступаете и защищаете институт Башкана. Объясняю. Эти две ситуации одинаковые? Нет, или же... чуть-чуть не одинаковые. Ну, во-первых, начнем с того, что в тот период доказано было возбуждено уголовное дело. Депутатская комиссия была, доказала, что бывший Башкан Гагаузии Николай Макарович Формузал, то ли лично, то ли с его попустительства и так далее, была украдена гуманитарная пшеница. Вот такое помещение, склад, туда эшелоном пшеницу она физически не могла взять, а списано туда. Возбуждены уголовные дела были, это было доказано, документы были. При таких обстоятельствах я возглавлял комиссию по расследованию этого, мы пришли к выводу, что Башкан виноват в этой. И поэтому мы обоснованно требовали, что Башкан должен быть отстранен и провести референдум. Здесь же ситуация, все говорят, ну, во всяком случае, оппозиция, депутаты и так далее, говорят, что Башкан ворует, исполком гастарбайтеры и так далее, но ни одного возбужденного уголовного дела нет, ничего нет, диаметрально противоположное. То, понимаете, можно предполагать все, что угодно. Говорить, но нужно говорить реальные факты. Тогда было реальные факты. Возбуждено уголовное дело, одно, второе, даже Казакли, этот мужик был арестован и так далее. Реальные факты были, здесь нету. Я многим депутатам говорю Народного собрания сейчас, ну приведите хоть один факт, что же вы не приводите? Я тогда поддержу вас, если покажите документы, потому что говорить, что украл, нет. Вы говорите, что гастарбайтеры, что ездят в Кишинев. Подождите, кто утверждал их? Вы утвердили. Почему же вы единогласно утвердили их? Почему не отправляете в отставку их тогда? Если они вот это сделали, вот это плохое сделали, почему вы не отправляете? Нет оснований отправлять, значит, не отправляйте. Или боитесь этого? Вот я вам приведу еще один пример. Вот 9 числа была сессия, да? Одним из 4-м или 5-м вопросом было там утверждение отчета исполнительной власти Гагаузии за исполнение бюджета за 2018 год. Помните, в прошлом году все депутаты кричали, Девлет кричал, представители Девлета. Башкан отказывается отчитаться за исполнение. Это и есть отчет, вы имеете в виду? Да. Хотя в марте месяце, тогда в марте месяце Народное собрание утвердило уже этот отчет исполкома. Законом не предписано еще раз, чтобы Башкан отчитывался повторно 2 раза или так далее. Законом предусмотрено, чтобы Башкан выступила с посланием, где о работе органов публичной власти. Исполнительная власть, они утвердили. 9 числа я удивился, когда единогласно все ни одного вопроса нет по исполнению бюджета. Хотя до этого говорили, воруют, там на дорогу выделили, все говорят, что вот дорога от перекрестка до Гайдар, что там своровали и так далее. Подождите, а почему не возникло ни одного вопроса? Почему единогласно все подняли руки и утвердили? Если это есть, значит ничего этого нет. Это все делается преднамеренно, ложь и еще раз ложь. То есть принцип Геббельса. Чем больше врем, тем быстрее поверят. Иван Георгиевич, самой обсуждаемой темой сегодня в Гагаузии является перенос даты выборов Башкана Гагаузии. Изначально они были депутатами
выборы назначены на 19 мая, и за день до начала избирательной кампании, то есть завтра должно было начаться процесс регистрации кандидатов в инициативную группу, и вдруг переносятся выборы на 30 июня. Я понимаю, в принципе, стратегию этого демократического большинства, как мы говорим в Народном собрании. У них нет реального кандидата, который мог бы выиграть в честной конкурентной борьбе. И для этого, вероятно, им необходимо оттянуть время, чтобы какие-то махинации предпринять. Но что меня удивляет, это то, что все это делается руками депутата Сергея Чимпаеша, который первый заявил о том, что необходимо привести в соответствие законодательства по явке избирателя, то есть чтобы выборы проходили при явке 50% и один избиратель. Я знаю, что у вас, Сергей Чимпаеш, достаточно дружественные, близкие отношения. Он мой друг. Как вы к этому относитесь? Или же у него есть какие-то личные амбиции политические? Я вообще-то первую часть, я вам скажу так. То, что когда он подал вот это заявление, законодательную инициативу. Законодательную инициативу, в принципе, он звонил мне, мы с ним обсуждали, и я ему признался, что это упустили. Это было у нас, когда еще я готовил, и упустили. Должно было быть юридическое управление Народного собрания привести в соответствие, оно так тоже упустило, я не проконтролировал. Но я ему сказал: слушай, Серега, у нас здесь этот вопрос не очень страшный, поскольку есть на страже стоит статья 61 уложения Гагаузии, где черным по белому написано сколько, что должно быть 50+1. Если не выйдет выборы. А статья 2 говорит, что если этого нет, если 1/3 в уложении, в законе то приоритет это нормы уложения. Поэтому при любом раскладе избирательные органы будут руководствоваться нормами уложения. У нас на страже стоит это. Если бы это касалось других вопросов, не было бы уложения, тогда вопрос очень серьезный был бы. Он говорит: я подам. Я говорю: без проблем. Это нормальное явление. Я думаю, это чисто технически не должно возникнуть споров. Но все дело в том, что сам Сергей Константинович подал заявление. Он-то отдал на имя председателя. Вы все в курсе дела, что председатель Народного собрания КСА объявил, что не он инициатор созыва специальной сессии, так? А собраны были подписи. Башкан, 2 человека только могут самостоятельно выдвигать по одному. Башкан и председатель Народного собрания выступили с инициативой созыва специальной сессии. Для остальных вопросов нужно 1/3 депутатов. Так вот, 1/3 депутатов по инициативе Сергея Константиновича не было собрано, так? То здесь тоже, в принципе, идет нарушение. Оно не должно было рассматриваться, даже если так рассмотреть. Почему-то мне говорят, что потом собрали 1/3 для вопроса, который инициировал уже Кадын, комиссия Кадына, кстати, как раз вот Железоглу, вы говорили, наш депутат, почему я возмущаюсь, что он нарушает регламент, притом нагло нарушает. Прописан каждый шаг, как нужно делать. И написано, что если ты инициируешь, оно должно публичные слушания пройти через президиум, комиссию, потом президиум, за 3 дня президиум, потом еще за 3 дня депутатам отправить. Все должно быть, если вот это не идет, то оно является незаконным и недействительным. И сейчас я по новой анализирую это, вижу, что в принципе даже инициатива, которую Башкан говорила, что подпишет, она бы и подписала, если бы они отдельно проголосовали. Потому что это норма уложений, тут ничего не попишешь. Башкан же издала постановление свое, когда вернула обратно закон, не подписав за нарушение регламента, да, процедур. Вернула, она издала постановление, обязывающее избирательные органы руководствоваться своей деятельности нормами уложения по выходу избирателей, то есть 50+1. Здесь нет нарушения. И я когда сейчас анализирую, вижу, что обе инициативы, первая инициатива, которая была Сергея Константиновича, нарушена процедура. Я уже не говорю о том, что вторая инициатива вообще не должна была быть присоединена к этой. Иван Григорьевич, я с вами согласен по процедуре, что нет, но раз этого нет, то нет инициативы. Публичные слушания, нет заключения соответствующих. Да, но сам факт того, законодательной инициативы Чимпаеша. Если бы остальные ребята не использовали Чимпаеша инициативу, а получилось так, что эти ребятки использовали его инициативу, чтобы прицепом сделать так, чтобы еще, на мой взгляд, они очень хотели, у них задача была перенести выборы.
Почему? Потому что после выборов в парламент Республики Молдова 24 февраля они, я слышал и голоса везде, и разных экспертов, да и здесь у нас говорят, что вот сейчас ДПМ и социалисты сделают блок, а Елена Федоровна агитировала за социалистов против демократов. Сейчас вот как она наколола всех избирателей и так далее. Вот они ждали. Почему? Я всегда депутатам говорил, ребята, если бы вы, когда рассматривали инициативу Ирины Федоровны, что выборы в феврале месяце, в принципе, прошли бы вместе с парламентом, вы могли в сентябре прошлого года просто-напросто отклонить инициативу Башкана, не назначая выборы. У вас не хватило сообразительности этого сделать. Вы быстро назначили выборы. Если уже отменять невозможно его, но бог с ним. Нарушаете, нарушайте. Но дальше 15 июля вы не сможете нарушить, потому что вы должны 15 апреля Башкан приняла присягу. 3 месяца. 3 месяца до 15 июля, 15 апреля, 15 июля, все. Дальше вы не можете это. Но они сделали так, надеясь, что до 30 июня Демпартия и партия социалистов сделают блок, и легче будет им лить грязь на Башкана, потому что Башкан объявил, что будет баллотироваться, Башкан во второй срок. Легче будет обвинять Башкана, что она обманула избирателей. Вот, в принципе, и когда мы говорим о том, что 18 когда марта было это, я убежден, что именно руководствуясь такой, в принципе, таким методом использовали и Чимпаеша. И вот это, чтобы перенести выборы. Перенесли выборы. Вы сказали, использовали Чимпаеша. Я же вижу, я предполагаю, что здесь был сговор некий между Сергеем Чимпаеш и большинством. Я сомневаюсь, чтобы с Дудогла Чимпаеш сговоре был. Они как антагонизм, как лед и пламень. Это невозможно. Но меня удивило, кто консультировал Сергея Константиновича, не знаю, но когда 9 числа сейчас Сергей Константинович говорил, что Башкан не имела права, вот неправильно вернула и так далее. Я посмотрел, изучил внимательно еще раз письмо Башкана. Да? Башкан написала, обосновала, почему она возвращает. Не нужно обосновывать по-другому. Башкан написала черным по белому. Нарушена процедура и все. Помните, после битвы при Ватерлоо Наполеон в бешенстве спрашивал своего генерала, почему его пушки молчали. Он говорил: «Сир, во-первых, не было пороха. Дальше можете не говорить, потому что раньше пушки без пороха не стреляли». То же самое. Здесь нарушена процедура. Башкан указывает основу. Нарушена процедура, по которому дальше уже все незаконно и недействительно. Зачем расписывать, что это вы не так сделали, это не так делали? Нарушена процедура, сделайте по процедуре. А чтобы сделать по процедуре, извините, надо через 3 месяца все это делать. Поэтому, если сейчас даже вот эта специальная согласительная комиссия... Тем не менее, вот я хотел вас спросить, тем не менее, сейчас мы имеем ситуацию, когда Башкан не промульгировал эти законы, соответственно, они не вступили в законную не вступили, нет закона, нет законопроекта. Народное собрание имело возможность преодолеть право вето и тем самым заставить Башкана подписать эти документы. Этого не произошло. Вместо этого была создана согласительная комиссия. Вот я хочу вас спросить, что это означает? Ну, это означает... Это просто возможность еще раз перенести выборы или как? Нет. А куда перенести? Выборы невозможно перенести. Ну, хорошо. Предположим, самую паршивую ситуацию, что наглую переносить. Больше 2 недель невозможно. Куда на 2 недели перенесут-то? Потому что выборы вообще после 15-го переводить нужно боевые действия, что шли, чрезвычайное положение, военное положение и так далее. Этого у нас нет. Поэтому я думаю, что наши люди, сейчас не 2002 и 2001 год. Понимаете, когда Крайтора скидывали, да? Я думаю, что сейчас ситуация совершенно другая. Люди не дадут этого делать. Не зря люди, я вот читаю, что Башкан пригласила и так далее, вот людей. Я помню, когда мы в Кангазе были, да, там тогда еще люди раздавались, говорили, что на каждую сессию они будут собираться перед народным собранием и так далее, чтобы вернуть депутатов в правовое поле. В принципе, это нормальное явление. Чтобы я сторонник за то, чтобы в рамках правового поля все рассматривал. Ведь нельзя же, допустим, 9 беременных женщин поставить, что они сегодня же родят. Надо законы соблюдать, понимаете, нельзя чуть-чуть исполнять законы. А у нас получается, что наши депутаты говорят так. Это, кстати, вот обратите внимание, они как выступают, что это, вот, согласно регламенту говорят это.
А вторая статья, они растаптывают и не смотрят на это. Ну подожди, регламент один. Его нужно строго соблюдать всем. И Башкану, и депутатам. Хотя это настольная книга депутатов, а не Башкана. Это регламент Народного собрания Гагаузии. И депутаты, чтобы что-то принять, они должны как настольную книгу смотреть. Я вот этот шаг сделал сюда, этот шаг сюда сделал. Если этого не делается, ну куда? Понимаете, я скажу так. Клятвопреступник останется клятвопреступником, как бы он ни рядился, что ни говорится. Когда 20 января 2017 года депутаты Народного собрания Гагаузии нарушение, потом преднамеренно нарушая и уложение Гагаузии, и регламент Гагаузии, избрали председателем нарушения статьи 53 Тарнавского, еще не высохли чернила, когда они клятву подписали, сразу же проголосовали 29 человек из 33 избранных. Извините, они что, уложение, не знали, что уложение-то знали, но мы большинство мы можем делать. Нельзя так делать. И поэтому, когда Башкан сейчас говорит, что я гарант уложения, не подпишу это, и я вижу, что некоторые выступают, говорят, что или мы подписываете, или мы по новой. Ну, что вы по новой сделаете? Никто вам не даст по новой делать. Что будет дальше, как вы думаете? Какие шаги еще будут предприняты со стороны большинства народного собрания? Вот согласительная комиссия, что дальше они Ну, предположим, работает согласительная комиссия. Согласительная комиссия не придет, я убежден, что не придет никакому согласованному варианту. Почему? Потому что я еще раз, вот у меня письмо Башкана Народное собрание Гагаузии, да, вот, в связи с возвратом этого Я читал это письмо. закона. Так вот, там черным по белому написано, что невозможно их вернуть в рамках нынешних заседаний, значит, надо по новой все делать, так? То есть по новой заключение получать, все получать по новой. Это публичное слушание делать и так далее. Выборы идут, уже выборы, идет избирательный период, так? Поэтому и притом они приняли решение, чтобы члены исполкома, Башкан направил членов исполкома, закон говорит о том, что направляется Башкану постановление для того, чтобы она своих представителей направила. То есть, образно говоря, Башкан имеет право направить и вас, и меня, и вас, и других, кого хочет, она захочет. И я сомневаюсь, что представители Башкана пойдут на то, чтобы нарушить резолюцию Башкана, где черным по белому написано, что нарушен регламент. Представители Башкана будут требовать, чтобы соблюдался регламент Народного собрания Гагаузии. Депутаты Народного собрания будут требовать, чтобы приняли этот закон. Значит, не придут ни к одному мнению. А раз не придут ни к одному мнению, то вопрос вообще дальше не должен рассматриваться. По новой все, а выборы-то идут, тут осталось все уже. Иван Георгиевич, а какая была целесообразность вообще внесения изменений соответствующих в избирательный кодекс? Ведь вот мы имеем сейчас официальный ответ Центральной избирательной комиссии Республики Молдова, где четко написано, что Центральная избирательная комиссия Республики Молдова не будет предоставлять Гагаузии списки национального регистра. Там, где 130 тысяч избирателей, как того хотят депутаты Народного собрания. Я понимаю, сейчас попытаюсь ответить. Я понимаю, у этих ребят была задача увеличить число избирателей, чтобы сделать выборы несостоявшимися, так? Из-за того, что будут в списки включены те, кто годами не бывает здесь. Да. У нас черным по белому написано в этом 38-й статье есть, что есть положение, Центральная избирательная комиссия Гагаузии действует в соответствии со своим положением, утвержденным им. Вот они сейчас, раз они не дают избирать, то Центральная избирательная комиссия принимает решение и будет готовить свой реестр на базе списков, которые будут местные органы готовить. Это нормальное явление. А параллельно они, насколько я понимаю, обратятся в Народное собрание Гагаузии, чтобы они привели закон в соответствие. Это первое. А в статье, часть 7 статьи 38 говорит о том, что этот реестр нужен Национальной избирательной комиссии только для того, вот, который даст с Кишинева брать, только для того, чтобы контролировать составление списков. Но 39-я статья предписывает, кто должен быть в списках. Понимаете? Вот смотри, даже если, предположим, что дают списки, реестр дается, Кишинев дает, СИК Молдова дает этот реестр, мы по этим реестрам не будем готовить списки.
Потому что 39-я статья четко гласит, что местные органы власти готовят списки, и включаются в эти списки только те, кто на момент назначения даты выборов были на месте, то есть были здесь. И если их не было, их не включают. Никто не мешает, и при этом у них не отбирается право голоса. По дополнительным спискам можно По голосовать. дополнительным спискам. Ведь точно по таким же макарам сами депутаты избирались. Понимаете, если бы было как в Кишиневе, то в Кишиневе нет вообще порога явки избирателей. 2 человека вышли, выборы состояли, 1 человек вышел, выборы состояли. То, естественно, было бы все нормально. Можно было что хочешь делать. Но дело в том, что у нас есть порог. У нас более демократично, чем в центре. У нас 50+1. Где демократичнее есть? Депутаты избираются, наши депутаты Народного собрания Гагаузии избирались 1/3. И притом списки составлялись точно так же не из Кишиневского реестра. А местные органы власти составляли списки на момент выборов, которые избиратели были на территории избирательного округа, и их включали только. И если кто-то появлялся потом, их просто в дополнительные списки включали. Мы во все времена, как существует автономия, так пользовались списком. Это наше право. И когда сейчас эти ребятки, я не знаю, чем они думают, выступают, практически не выступают за то, что мы отдали наши полномочия. Обвиняют Башкана, что она полномочия сдает. Но тут всем видно, что наши депутаты выступают, что мы отдали свои полномочия. ЦИК Республики Молдова будет, если участвовать, значит, вернее, должны они проводить выборы. Как они будут проводить? Это наше право. Это неправильно. И так Народное собрание не назначает, отдает добровольно полномочия. Ведь согласно закону Народное собрание Гагаузии назначает выборы в местные органы власти. Примару и советников, согласно нашим полномочиям, должно назначать Народное собрание. И проводить, так? А почему тогда мы этого не делаем, отдаем Кишиневу? Народное собрание молчит, тряпочку, да? Иван Георгиевич, на протяжении вашей политической карьеры вы сталкивались со всеми башканами Гагаузии. Да. Есть ли у вас какие-то личные отношения с Георгием Табунщиком, с Дмитрием Крайтором и Михаилом Формзалом? У меня, в принципе, со всеми были нормальные личные отношения. С кем из них вы сегодня готовы сесть за стол? С кем-то ругался, с кем-то... Вот, допустим, я Крайтора защищал, хотя сначала был ярым противником Крайтора, да, когда выборы шли и так далее, избирали Башкана. Но я всегда выступаю за то, чтобы правила игры и закон соблюдался. И когда эти ребята, которые потом скидывали Крайтора, я наглое нарушение это делали, я встал на защиту Крайтора и четко, занимая тогда должность начальника управления правового и протокольного обеспечения Народного собрания Гагаузии, я стал на защиту Крайтора, потому что депутатами Народного собрания в тот период за определенную мзду сдавались полномочия Гагаузии, скидывался глава Гагаузии и так далее. История не знает сослагательного наклонения, конечно, но в тот период, благодаря именно тому Башкану, у нас получилась собственность. Именно Крайтор подписал, что собственность перешла в Гагаузию от Молдовы, вся собственность, которая сейчас есть. Тогда была, до него это принадлежало еще Кишиневу. Подписал тогда Брагиш, по-моему, был премьером, и перешла. И я счел своим долгом защищать его, и сейчас с ним очень нормальные отношения. С Формзалом сначала тоже были нормальные отношения у меня. Даже первый его срок, когда он баллотировался в Башкана, я был еще, не въездной на территорию Гагаузии. Тогда действовал принцип, что само появление господина Бургжи на территории Гагаузии является дестабилизирующим фактором. А Сибовцы, вот, кстати, вот где работал господин Железогло, да, дали справку, подписали, что подлежит ликвидации в первоочередном порядке при благоприятных условиях, господин Бургжи. Поэтому это нормально, да. А что вы думаете о Георгии Табунщике? С Григорием Дмитриевичем я еще в бытность его первым секретарем спорил. Потом очень крупно спорил с ним, когда он вообще не верил, что у нас будет автономия. Он руководил этой программой «Юг» или что там, в ЦК, сначала был ЦК Компартии Молдовы, и он не верил в это. И я помню, в Баджаке еще он выступал, что я поэтому всегда считал, что, хотя как человека я его уважаю, но когда человек не верит, что будет автономия, а потом приходить и руководить автономией, как-то
и не покаяться, что это было, ну, я бы сказал, что, извините, я был неправ. Вот те, кто боролись за это, были правы. Я бы тогда, хотя, в принципе, это, я как человека его уважаю. Это как, знаете, как сейчас приднестровцы говорят на войну 92 года, да, требуют от Кишинева, мы, ребята, все хорошо, но вы признаетесь официально, что вы неправильно сделали, вы убивали людей, что вы виноваты в этом. Но они же не признаются. Вот то же самое и здесь. Все нормально. Если бы он сказал, что ну, те, кто боролся за автономию, тогда были правы. Ну, я был неправ. Вот это, но этого нет. Хотя я, обратите внимание, я против Григория Дмитриевича выступал только тогда, когда писал в газете «Гагаузская Халкы», когда он пытался внести в этом Карбалийском лесу, они пытались внести изменения, договориться внести изменения, обратиться в Кишинев, чтобы внесли изменения, и Башкана избирала народное собрание. Я тогда выступал, написал статьи, поднимали, что это предательство интересов народа и так далее. Ну, в остальном я, в принципе, всегда здоровый с Георгием Дмитриевичем и считаю, что он, в принципе, несмотря ни на что, на все, все-таки сделал нормально, многое для Гагаузии тоже сделал, потому что самое первое трудное... При нем создавались все институты власти. Вот органы... И полномочия, по-моему, по-другому все было тогда. Полномочия тогда были еще, официально были у Кишинева еще тогда, но ничего, это первый, он первым. Мы же планировали, что, ну, так, мы имеем то, что имеем. Мы тогда планировали, что мы продолжим, ведь я был одним из авторов и разработчиков закона об особом правовом статусе. Ну, в принципе, надо отдать должное Кишиневу, он сумел сыграть очень хорошо и нейтрализовать тех, кто стоял, вот, делал этот закон, потому что мы планировали, что дальше будем делать, вот продолжать совершенствовать тот закон, который был, да, принят. Он как бы фундамент, а дальше все. Но, к сожалению, случилось то, что случилось, и Георгий Дмитриевич все равно сделал многое, вот, формировал эти органы власти, автономии и так далее. Единственное, я с чем не согласен до сих пор, с его первыми двумя распоряжениями, как Башкана, что он ликвидирует, хотя он не имел этого права делать, ликвидирует структуры так называемой непризнанной Гагаузской республики. Есть его распоряжение у меня. Он не мог этого делать. Я тогда предлагал, если вы очень хотите, чтобы она ликвидировалась, собираем съезд или сессию депутатов Верховного Совета Гагаузской Республики, они принимают решения и так далее. А сейчас де юре, если чисто юридически формально все равно брать, никто не распускал депутатов Народного собрания ГГУ. Иван Георгиевич, если формально юридически брать, то и Советский Союз тоже существует. Да. Потому что никто не денонсировал соглашение. Да. Так я просто говорю, что депутаты Верховного Совета Гагаузской Республики еще, в принципе, никто их не лишал полномочий, Гагаузская Республика, но это формальная часть. И потому что мы голосовали, единственная административная единица, или что, на территории Республики Молдова, в которую входили посредством голосования, референдума, это Гагаузия. Ни в один, допустим, район, там, жудецы были, да, не входили посредством голосования, референдума. А вот в Гагаузии населенные пункты входили посредством референдума. Поэтому, хотим мы или не хотим, это уже европейский принцип, государство в государстве, принцип. Автономия – это государство в государстве. И мы, когда говорим, что автономия – это государство, да, это государственность Гагаузии. И мы это должны защищать. И для меня, я возвращаюсь к тому, с чего начал, объявление общественной организации заявляет, что они будут бойкотировать выборы, это равносильно тому, что они пытаются убить здорового, развивающегося ребенка или мужчину, или автономия моя, автономия женщины, значит, пытаются убить, чтобы не сформировать органы власти автономии. А к чему это? Только из-за амбиции? Думаю, что нет. Значит, получен такой заказ. Иван Георгиевич, и в конце моей программы я хотел бы вам задать несколько вопросов, так называемый блиц-вопрос, на которые должны поступить короткие, максимально короткие ответы. Хорошо. Общаетесь ли вы с вашими детьми и внуками на гагаузском языке? Да. Но с внуками моя тоже? Внучка очень... Да, моя внучка часто была, она старше, да?
и уже знает некоторые слова, там, чего. А старший внук знает несколько слов, но потому что они живут в Москве и больше по-русски. А младший еще не разговаривает много. Я очень надеюсь, что летом, когда будет внучка приедет сюда, она старшая уже, в школу пошла, и мы ее вот в селе, она будет разговаривать и больше будет учиться на гагаузском языке. Если такой поступок в вашей политической жизни, о котором вы жалеете, если есть, то что за это? Что за поступок это? Ну, наверное, есть. Я даже не знаю. Порой я думаю, что я очень плохо сделал, что очень мало уделял внимания моей жене. Обижал ее, потому что меня все время закрывали, она одна оставалась. Вот это я жалею. Я почему говорю, что моей жене я бы при жизни памятник поставил, сколько она пережила из-за меня, сколько она перетерпела из-за меня. И вот порой думаю, на черта, она разве заслужила это, чтобы так мучилась и так далее. Вот это я думаю. Потому что был период, когда меня закрыли, да, и жена шла наверх, рассказывает, ну вот, возле полиции там наверх, да, мы жили же вот здесь, и боялись, ну, кстати, Георгий Дмитриевич как раз был башканом, и люди боялись разговаривать с кем, ну, представь себе, и переходили на другую сторону улицы. И потом думаем, ну, елки-палки, ну, мы имеем то, что имеем. Есть такое выражение, что самые большие враги Гагаузии — это сами гагаузы. Мол, вся беда в том, что гагаузы разрознены. Вы согласен с этим утверждением? Конечно, согласен. И я считаю, что нашу разрозненность, способствует нашей разрозненности политические партии центра. Я считаю, что почему я выступаю за то, чтобы политические партии центра не участвовали в местных и в региональных выборах на территории Гагаузии. Иван Георгиевич, вы тот человек, который, наверное, больше всего пострадал в результате событий 90-х годов, и вам даже пришлось находиться в местах лишения свободы. А вот целых 10 лет. Вот если бы у вас была такая возможность изменить ту ситуацию, которая предшествовала вашему аресту, вы бы это сделали? Изменили бы ситуацию? Поступили бы по-другому? Нет. Невозможно было. Мог бы, один раз мог бы, конечно, наверное, уехать, но все равно нет, навряд ли. Потому что себя невозможно изменить. Я, во всяком случае, знаю одно, что я никогда не поступал со своими принципами, никогда не продавал и не предавал никого. Это для меня и моих детей никто не сможет, и внуков никто не сможет упрекнуть, что ваш отец и ваш дед кого-то продали, кого-то предали. Я, наоборот, считал и считаю, что Господь Бог меня в это время, именно в этот народ позволил родиться, чтобы я мог что-то сделать. Я сделал. Все. Иван Георгиевич, я благодарю вас за это интервью. А зрителям программы хочу сказать всего доброго. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, следите за обновлениями и пишите комментарии. До свидания.